Здравствуйте, уважаемые студенты факультета информационных технологий, второй курс, русское отделение. У вас предмет теория и расчет линейных и нелинейных электрических цепей. Ну, вообще так классически издавна, как говорится, уже, можно сказать, столетие прошло, так сложилось, что когда вот название этого предмета говорят, они говорят теория цепей линейных и нелинейных, говорят электрических. Почему-то слово магнитный здесь упущено. На самом деле, если, как говорится, по справедливости говорить, по-честному говорить, то данный предмет должен называться теория линейных и нелинейных цепей, электрических и магнитных. Вот в технике, в физике магнитные явления, они играют не меньшую роль и не худшую роль, чем электрические явления. Ну вот если, например, возьмем, вот как работают вот магнитные цепи. Значит, вот магнитопровод, на нем намотана катушка, по катушке течет ток И, он наводит магнитное поле, поток ФБС. Здесь может быть, например, воздушный зазор, может быть, и так далее. Вот, если возьмем трансформатор, он передает напряжение, токи. А если возьмем вот, работу электрических машин, генератор, двигатель, там идет процесс с воздушным зазором, и получается, что, ну вот если возьмем, допустим, если возьмем генератор или двигатель, там получается как, когда вот трехфазный генератор, так, трехфазная обмотка, оно создает по кругу бегающее магнитное поле B, и вот это по кругу бегающее магнитное поле, оно заставляет вращаться в центре ротор, который тоже имеет свое магнитное поле B. Эти два магнитные потоки друг с другом сцепляются, и как бы крутящийся во времени внешний магнитный поток, назовем его B1, зацепляет внутренний магнитный индукцию поток и создает вот движение, вращение. То есть получается магнитные цепи, магнитные потоки играют не худшую и не меньшую роль, чем электрические процессы. Поэтому, ну, я, как говорится, говорят, есть великая поговорка, один в поле не воин. Я не могу всю эту сложившуюся традицию одним словом, одним махом изменить. Но так уж случилось, что почти во всех как бы вузах мира слово говорят электрические цепи, говорят линейные, не линейные. А на самом деле должны присутствовать и магнитные цепи. Вот, ну это я так вам сказал, уважаемые студенты, это я вам сказал как в виде такого, значит, отступления, а именно конкретно сегодняшний наш параграф будет называться так: расчет, запишите, пожалуйста, расчет нелинейных, как раз и сегодня мы начинаем вот это глобальная такой тема нелинейные процессы. Расчет нелинейных процессов в электрических цепях. Конкретно наш параграф называется так: расчет нелинейных процессов в электрических цепях. Ну, должен отметить следующее, что это тоже очень большая, такая широкая, масштабная, глобальная тема. Естественно, я уже вам на первых занятиях говорил, что нам отводится за семестр всего 15 лекций. 15 лекций, это значит по одному часу, в течение 15 недель мы встречаемся. И когда такой огромный массив материала, естественно, мы не успеваем что-либо подробно, глубоко изучить. Поэтому приходится нам, как бы, ну, знаете, как бы вот это очень множество тем, вопросов, и нам приходится как бы только лишь останавливаться поверхностно.
глубоко, широко затрагивать каждую тему мы не можем. Ну, видимо, здесь, как говорится, видимо, такое, значит, сожалеть, огорчаться, сожалеть, видимо, не следует. Почему? Потому что, наверное, достаточно нам, так сказать, вот как экскурсовод, показать общие как бы точки и общие направления, а дальше, наверное, подразумевается то, что вот есть сейчас электронные книги, они всем доступны. Даже я свои книги электронные, по которым читаю лекции, своим студентам раздаю. Они могут вот эти электронные книги, как говорится, иметь при себе и изучать как бы всю жизнь, всю свою трудовую жизнь могут изучать. Кроме книг сейчас очень много других цифровых электронных источников, интернет, вот, например, и так далее, и так далее. Очень много сейчас источников. Поэтому, наверное, особо печалиться не следует нам о том, что как бы 15 часов, 15 лекций по одному часу, что это мало, что мы там не успеваем много глубоко рассказать. Наверное, так не следует. Об этом сожалеть, огорчаться, наверное, действительно достаточно того, что вот мы как экскурсовод бываете в городе, рассказывает, говорит, вот, допустим, в этом городе там-то есть то-то, то-то. И нам тоже вот приходится иногда вот ограничиваться вот такими краткими информационными сведениями. Ну, вот теперь, как я сказал, вот эти нелинейные процессы, они тоже очень такая большая, масштабная, широкая тема. Поэтому я так подумав, решил этот вопрос изложить вам на работе транзистора. Запишите, пожалуйста. Мы будем вот этот расчет нелинейного процесса рассматривать на примере транзистора. Я буду вам излагать данный материал вот, на примере работы, так и напишите, на примере работы биполярного транзистора. Материал я вам буду излагать по очень широко известной такой, очень популярной книге Жеребцов. Запишите, пожалуйста. Жеребцов «Основы электроники». Жеребцов «Основы электроники». Данный материал я буду вам излагать сразу со страницы 91. Тоже можете отметить. Потому что все книги, такие фундаментальные книги, они очень объемные, многостраничные. И когда, если вы будете без указания страниц искать, потеряете очень много времени. Поэтому я всегда своим студентам объявляю даже страницы. Вот страница 91, как вы уже отметили, работа биполярного транзистора. Ну, дальше напишите так, что для выяснения вопроса обратимся к рисунку 6.1, страница 91. Сейчас я его вам дам, вы это сфотографируете и по WhatsApp друг другу передадите. Вот когда такие сложные такие объемные, сложные рисунки фотографируются и друг другу студенты между собой по WhatsApp передают, очень рационально экономится время. Значит, вот на рисунке 61А, видите, да, рисунок А, там показана работа, называется так, 61А называется рабочая характеристика. Запишите, 6.1А это рабочая характеристика выходная. Рабочая характеристика выходная транзистора. Рабочая характеристика выходная. Вот этот и коллектор, это, запишите, пожалуйста, ток коллектора. У коллектора-эмиттера это напряжение между коллектором и эмиттером. Напряжение между коллектором и эмиттером. Это рисунок А. Значит, рисунок А, он показывает вот такую зависимость.
и коллектора функционально как зависит у коллектора-эмиттера. Он вот так показывает, вот этот рисунок. Теперь здесь же запишем про рисунок B, 61B. 61B называется входная характеристика транзистора. Входная. Значит, смотрите, здесь изображен вот такой транзистор. Можете его отметить вот. Вот это вот U входной. Вот это U выходной. А вот этот эмиттер, это коллектор, это база. Вот на этих двух рисунках показана работа вот такого транзистора. Вот этот, значит, видите как, входное напряжение вот здесь, а выходное напряжение вот здесь. Вот это называется R-нагрузки, сопротивление нагрузки. Ну, это источник тока. Вот это общий минус, вот общий минус. Это источник тока. Ой, извините, пожалуйста, если я стрелку здесь нарисовал вот так, это означает транзистор, сейчас скажу, NPN, тогда здесь будет вот так. Наоборот будет. Плюсовая сторона будет здесь, плюсовая сторона, минусовая сторона будет здесь. А здесь тогда будет минусовая сторона. Если я стрелку поставил сюда, а вот как я до этого нарисовал, будет правильно, если вот такой транзистор. Вот, стрелка сюда. Это называется транзистор NPN. А это ПНП. Ну, в общем, суть, смотрите, в чем. Суть в чем. Вот сюда вот подается вход какое-то напряжение. Ну, обычно транзистор работает обычно в усиливающем режиме. Сюда подается напряжение, он слабое такое напряжение. Ну, вот, допустим, переменный какое-то слабое напряжение. А на выходе он получается каким? Усиленным. Поэтому обычно транзисторы используют как усилители. Или токи. Например, здесь, допустим, входной ток и входной. Это и выходной. И выходной. Вот. Ну, я немножко оговорился. Чаще транзисторы усиливают ток. Радиолампа, если применяется радиолампа усиливает напряжение. Ну, знаете, да, что такое радиолампа? Это значит, в стеклянном таком баллоне выкачан полностью вакуум воздух, и там вот анод и катод. И здесь сетка. Вот электролампа. Она тоже работает как усилитель, но транзистор усиливает ток через ток. То есть усиление мощности на транзисторе получается путем того, что усиливается ток, входной-выходной, а на радиолампе усиливается напряжение. Но в конечном счете, оба они, некоторые P входное делают в усиленном режиме на некоторые P выходное. Вот. Вот такие устройства, радиолампа, транзистор, диод, они называются нелинейные элементы. Вот смотрите, радиолампа, транзистор, трансформатор тоже.
трансформатор, диод, радиолампа, тиристор, диод, трансформатор, радиолампа, дроссель. Все они называются вот нелинейные элементы. Теперь смотрите, вот слово нелинейность видна вот на этой характеристике А. Видите, там как? Там на этой характеристике, видите как? Напряжение входное АИ, напряжение у коллектора и эмиттера меняется, а ток как меняется? Видите как? И вот так он пошел, резко пошел сюда. Видно, да? Вот такие графики, они называются нелинейными. Поэтому вот этот самый элемент транзистора называется нелинейным. Теперь смотрите, как вот в этом нелинейном элементе, как рассчитать напряжение и токи. Их называют так, рабочие, запишите вот это, рабочее напряжение, рабочий ток. Как определить рабочее напряжение, рабочий ток? Вот вопрос ставится вот так. На этом нелинейном элементе как определить рабочее напряжение и рабочий ток? Вопрос поставьте, равно вопрос. Вот мы ищем ответ на такой вопрос. Теперь смотрите, как это делается. Как это делается? Пишем, для выходной цепи транзистора, справедливо следующее уравнение. E2 равно U коллектор-эмиттер плюс И коллектор на Rn. Это формула 6.17 вот в этой книге, страница 91. Вот это E2, это вот это напряжение, которое вот источник, батареи E2. Теперь у коллектора-эмиттера это вот это напряжение. Вот видите, да, вот здесь и здесь. Между коллектором и эмиттером. Ну и здесь идет просто обычное сложение напряжений. Значит, вот это напряжение, сложенное сейчас, у коллектора и эмиттера. Смотрите, чтобы заработала вот такая, чтобы вот это уравнение было справедливое, надо сделать так, чтобы батарея находилась где? Вот здесь. Вот. Чуть-чуть надо переделать схему. Вот. Е2. Е2 надо поставить вот сюда. Просто сделали так, что вот этот ток, который течет через нагрузки, ток, который течет через нагрузку, да? Смотрите, напряжение здесь складывается с напряжением здесь, и оно равно напряжению вот батареи. Понятно, да? То есть здесь в данном случае, вот, чтобы заработала вот эта формула 6.17, мы должны вот эту схему чуть-чуть вот так переделать. Так. Тогда значит, работа вот такой, можете этот рисунок повторно нарисовать. Там не портить тот первый рисунок, а этот же рисунок повторно нарисовать и сказать, что вот формула 6.17, она годится вот для вот такого подключения источника напряжения.
Теперь смотрите, вот в этой формуле вначале делаем у коллектора эмиттер берем как 0. Тогда находится и коллектора, ток коллектора, как E2 деленное Rn. Ну, видно, да, вот в этой схеме. Вот E2 делится на вот этот сопротивление нагрузки, и находится ток и коллектор. И вот это, там на рисунке, посмотрите, пожалуйста, точка N. На рисунке это точка N. Видно, да? Ага. Видно, да? Вот это по оси Y вверху точка N. Теперь смотрите, точку N как находим? Точку N, смотрите, в точке N мы делаем так. В точке N мы просто вот этот и коллектор делаем 0. И коллектор равно нулю, и тогда находим точка N. Видно на рисунке? Видно, да? Теперь смотрите, там получилось так. Вот рабочая характеристика, это вообще рабочая характеристика, это откуда взята? Вот взяли транзистор и делали эксперимент. Вот получили один график, второй график получили, третий график, четвертый график. То есть при разных, там, вот посмотрите, вот эти графики получены при разных значениях и базы. Вот этот ток базы, вот, ток, который течет вот здесь, вот, через вот так.